Минем исемim Гүлнара Яруллина, координатор штаба Татар Москвы. Мин үзем Казаннан тумыш анда тудым, укыдым һәм Мәскәүгә 14-нче елда күчеп килдем. Онда эшлим һәм менә бу шундый штаб татарны координировать итеп йөрим инде. Бөтен кем белә мине, кем белми менә бу штабта булган чараларны без рәсеме белән бергәләп уздырабыз. Һәм мин сезне яңа кешеләрне дә, бүген булган кешеләрне бик шатмын монда күрергә. Яңа кешеләрне чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Штаб татарга бу елны 22-нче елда инде юбилей ел, 25 ел Алла бирсә октябрь аенда үткәрәбез. Бу безнең өчен, әйдәгез акышлыйбыз. Бу елда бик күп чаралар, алар бөтенсе ниндидер дата белән. Мәсәлән, штабка 25 ел ул Алла бирсә, безнең идейный вдохновитель Рөстәм абый Ямалиевны бу елда юбилее 60 елны узгардык. Әйдәгез аңа да тагын бу елда инде безнең 30 ел ВКТ, Всемирный конгресс татар, ул бөтен дөнья татарларын берләштерә торган шундый орган бар Казанда, аларның да 30 еллыгы. 110 еллык принятие ислама. Бик күп даталар шундый как бы безнең өчен ул мөһим һәм сезнең өчен дә мөһим булсын дип өчен шулай без чакырабыз сезне һәм алар турында сөйлибез. Менә бүген дә безнең традицион яшьләр якшәмбе кичәсе һәм бу кичәләребездә безнең төп максатыбыз сезнең өчен инде әлбәттә татар телен онытмаска, татар телен бу бик зур шәһәрдә һәр вакыт үзегез белән йөртегез һәм төрле милләтләр сез татар булганыгызны сөйләгез һәм аны беркайчан да стесняться не надо, то, что вы татарин, и гордо говорите того, что вы татарин, там, откуда вы приехали, и также преподносите всем другим национальностям, потому что Мәскәү да там бик күп кеше һәм монда бик күп төрле милләтләрдән килгән кешеләр. Менә татарлар, аларны белсенешеннәр, беләсезме, татарлар икенче вторая по численности национальность. То есть и нам надо гордо нести эту как бы нашу ношу и гордо преподносить и говорить об этом, то, что нас в Москве реально очень много, и что все знали, там не говорили то, что там другая какая-то национальность, вот они там и вы. В любом случае нам никогда не надо вступать в полемику и как-то спорить с другими, но просто вы знаете то, что вас реально очень много в Москве. И вот есть такой штаб Татар Москвы, где мы собираемся, общаемся, знакомимся, друг с другом помогаем друг другу. И наставления какие-то. У нас есть очень именитые академики, строители, ну, вы знаете, наверное, да, кто у нас сейчас состроит дорогу, как минимум, до Казани прямую, и кто у нас сейчас заведует строительством. Также в других структурах, и в госструктурах, и в других коммерческих структурах очень много выходцев из Татарстана и из других регионов татар, которые достойны громкого имени, и которых вы тоже также у вас на слуху. Тот же Акчурин, семья Акчуриных, который самый главный Акчурин, который делал операцию даже самому Ельцину, который вылечил его, и сейчас Арсен Сулейманович также гордо и награжден от имени Владимира Владимировича Путина и других разных представителей его тоже ценят. И как бы и мы им тоже ценим и дорожим, и мы тоже хотим вырастить, чтобы из нашего окружения, из нашего такого теплого огромного окружения также выросли именитые врачи, профессора, строители, экономисты, и чтобы ваше имя также было на первых страничках того же журнала крутого Forbes. Пусть это будет не Forbes, пусть будут какие-то там, ну, те
известные журналы, которые можно будет только гордиться. Для этого мы хотим, чтобы вы в нашем окружении тоже как бы между собой общались, подпитывались, какие-то новые проекты, чтобы у вас возникали, ну, какие-то идеи, чтобы у вас тут же также возникали, и мы могли вам в этом помочь и также реализовать их, чтобы вот у вас есть огромное комьюнити татар в Москве, вот тут, такого нигде нет, все пишут, вот у нас такого в городе нет, в той же Казани говорят, как так, почему штаба татар нет в Казани? Я говорю, ну, как бы, зачем оно, да, там? Все так, вы, что вы смеетесь? Реально все так пишут. Так жалко то, что в Казани нет штаба татар Москвы. Реально так. И я такая говорю, ну, у вас, наверное, нет такой необходимости, ну, вы же в Казани, у вас там 70-80% населения, это татары, которые даже и приезжие из других регионов, но в любом случае основная масса все на татарском языке. А у нас есть такая необходимость, потому что в Москве очень много разных национальностей, и они тоже объединяются, у них есть тоже свое комьюнити, у них есть свои диаспоры. Я скажу вам честно, очень много разных диаспор, мы тоже с ними общаемся. У нас есть национальный конгресс татар, который занимается как раз-таки разными национальностями, начиная Азербайджан, Узбекистан и другие, которые там тоже тюркское наше, да, направление, которые тоже похожи. Мы с ними там общаемся, мы можем в принципе их понять. Та же Турция, приезжаешь в Турцию, ну, те, кто знают хорошо татарский язык, они понимают тюркский. Ну, там на 20% можно понять. Их сама тоже езжу, общаюсь с представителями других национальностей тюркских, тоже понимаю, тот же казахский. Ну, то есть, если даже прислушаться, можно понять. Из-за этого самое главное, вы не забывайте свой язык, он вам в любом случае будет нужен, необходим, и даже в какой бы ситуации вы ни находились, где бы вы ни были, там, была такая ситуация, я спускаюсь в метро, сижу, напротив меня сидят две женщины, разговаривают на татарском языке, начинают что-то обсуждать меня, и я такая, рахмет. Да, такое было, они такие, ты татарка, что ли? Я говорю, ну, конечно, альбетта, мин татар, мим алля. Она говорит, нет. Я говорю, ну, вот так. И таких ситуаций очень веселых очень много, и не только из моей жизни, куда бы я там ни прилетела. В июне у нас проходил большой фестиваль в рамках Сеченова, и каждое землячество показывало свою кухню, свой национальный костюм. Мы с Региной участвовали, были в национальных костюмах. Вот. Многие желающие хотели сделать с нами фотографии. Вот. Всех впечатлил наш костюм. Вот. Также кухня татарская, и многие спрашивали рецепты, какую-то историческую информацию о блюдах. Вот. И есть люди, которые всем этим интересуются, вот. Из других даже землячеств в одном и том же университете. Вот. Будем также и вас звать на такие подобные мероприятия. Отлично, Рахмет. Я знаю то, что в каждом университете, в принципе, проходит вот такой фестиваль дружбы народов, правильно? И в каждом университете это будет проходить. Вы также можете, ну, вы не можете, у вас тоже также должно быть представлено достойно быть Татарстан, татары. И если у вас есть какая-то, ну, запрос, мы вам можем помочь также с костюмами. И если с татарской выпечкой, тоже также можно заказать татарскую выпечку, тоже можете к нам обращаться. То есть в любом случае нам надо обязательно показывать то, что татары вместе объединяют, ну, как бы то, что у нас есть, и достойно привнести татарскую культуру и в своем землячестве. А на повестке дня у нас очень много разных мероприятий. Вот, например, сегодня у нас крупный праздник. Это День Москвы, 875 лет нашей любимой столицы. И многие, наверное, даже ходили на концерты. Вчера был салют, сегодня до сих пор целый день в центре. Очень много людей. Также вы можете вместе объединяться, ходить на эти праздники. Вот делали опрос, Алсу, там, Рустам, еще кто-то сегодня даже уже идет, да? Кто сегодня ходил на мероприятие вместе? Всегда вот так же вы можете делать просто опросы в том же в чате и вместе ходить на какие-то мероприятия. Исәмсез бик яхшы менә монда җыелдык. Яшьләр беренче курс, менә дусларыгызны алып килегез монда.
значит, бергәләбендә. Безнең нинди җанлыклар бар? Менә безнең землячество без хәзер оештырабыз. Менә без теге атнада үткәрдек землячество, Пенза землячествоны. Менә шуңар в этом Телеграме же, да, группа. Телеграмда безнең бар группа Пенза. Кем Пензадан шунда язылыгыз. Киләсе атнада среда. Без җыябыз монда Нижегородское землячество. Без аны җылга бер обязательно җыябыз. Нижегородскийларны җыябыз да утыртабыз. Утыралар, 2 сәгатьтән выясняется, бу крида туган, бу крида бер авылдан, да? Вот. Шуңар инде менә килегез, дусларыгызны алыгыз, Нижегородское землячество безнең была среда. Четверг безнең была, значит, вы сез беләсез, кто такая Порохова, да? Иман Валерий Порохов, беләсез? Ну, Коранны не тәрҗемә иткән кеше инде. Порохов, менә ул 3 ел элек үлде. Менә ул монда утырды, 4 тапкыр безгә килде штабка ул. Значит, и соңгы чураш яшьләр белән булды безнең штабта как раз. Менә монда утырды, сөйләште, онлайн без ясадык инде. Ул була Коранны яхшы белә инде ул. Менә бөтен нәрсә ислам турында ул белә. Шуңар менә ул 3 ел була, без сезгә дополнительное объявление әйтелбез инде. Безнең пятница была офицерское собрание, значит, теге атнада без җыйдык тюркский халыкларны. Менә безнең штабка 25 ел, без җыйдык кем булды 25 ел элек. Аксакалларны, ветераннарны җыйдык инде. Менә шулар белән булды чураш безнең. Менә әйтләр безнең Мәскәүнең бит хәзер Мәскәү көннәре инде, да? Вот дни Москвы. Вот как чтобы у вас было в голове сознание, понимание и, значит, кто Москву освоил, знаете или нет? Кто место это выбрал, а? Татары? Татары, да. Потом они пригласили Долгорукова. Ну, они тогда еще были, татары, но они не были мусульмане, не были совсем татары. Может быть, язык другой был, но они были татары. Здесь основывали, выбирали татары. Потом Долгорукий. Потом, значит, весь бизнес, все в Москве всегда было на татарах. Лошади, там, кузница, все было на татарах. После Ивана Грозного, значит, ну я вам вкратце экскурс, из Татарстана тогда уже, и не Татарстан, приехали все вот эти Юсуповы, Шереметьевы, все эти, они приняли крещение, это мужды наши, и тоже весь бизнес России всегда как-то было, когда были войны, вот 812 год, значит, да, опять-таки татары, вот, поэтому у вас какое-то чувство должно быть в этом городе, что это ваш город, да, вот. Поскольку это нашу организацию создал не я, а Фикрат Мухтарбеев, вы, наверное, читали. Вот мы просто, как он умер, продолжаем вести его дело. Вот он однажды выступил. Я вам отдаю Москву, завоевывайте Москву. И потом в прессе такое началось, да? Вот татары к войне готовятся, да? Он имел в виду в профессионализме, в бизнесе, в экономике, в политике, в личностном росте, захватывайте Москву, карьерный рост, чтобы депутатами вы были, богатели, потому что вот поэтому мы вот такие встречи, чтобы вы помогали друг другу, чтобы позитивно были настроены. Вот. Поэтому, значит, вот что касается мындай чаралар нигә без җыябыз, татар телен сакларга. Менә әйтте инде Гөлнара, татар теле менә үзара сез татарча гына сөйләшмәгез, ә сез сөйләшегез ничек татар телен безгә сакларга. Менә нәрсә без сезнең белән эшләйбез татар телен сакларга. Вот. Яшь балалар булса, племянник менә. Бөтен менә Мәскәүдә татар теле бер кешегә кирәкми, сезгә генә кирәк ул. Безгә генә кирәк. Вот, татар телен сакларга ул менә безгә аны калдырдылар аксакаллар инде, да, 25 ел элек. Менә без аны тоже сезгә калдырабыз инде. Менә татар теле кем бер кешегә кирәкми. Татар теле сөйләшергә по-татарски никто не запрещает, песни никто не запрещает. Все зависит от нас. У нас сложное время не только у татарского языка. Всем языкам сейчас сложно, потому что была реформа осенью 17 года, знаете. По школам там, мы очень любим татар. Вот какие черты характера присущи татарам? Вот мне кажется, это на первом месте, наверное, мы очень с вами скромные, излишнего скромные. Вот. И мы немного с вами похвалиться любим.
Вот мы хвалимся, а 50% у нас не разговаривают на татарском языке. Мы не читаем, не пишем на татарском языке, да? У нас школы нет татарской, яслей нет татарских. Нам есть над чем работать и чем заниматься, потому что Москва сложный город, значит, да, вот. Что касается сайтов, уже сказали, вот мы объявили там конкурс комментариев. Вот сегодня у нас статья о бизнесе онлайне. Кто напишет самый оригинальный комментарий, самый какой-то, вот посмотрите, у вас в чате все это есть. И ждут вас за самые оригинальные комментарии, ждут самые оригинальные призы вас. Посмотрите, заострите на это внимание. Вот, по землячеству, значит, мы будем вот нижегородцы собирать, потом в перспективе, вот вы как-то уже начинаете, наверное, в группе Telegram, это Ульяновская и Самарская, наверное, вместе сделать нам, и Мордовская вместе сделать, вот отдельно, то есть Самарская и Ульяновская, вот поэтому будет такие в Telegram-группе у нас такие землячества. Год мы проводим 100 мероприятий, у нас охват студентов мы больше не можем, вот у нас есть наших активисты, там вот 150 человек близкие наши, и есть такой охват на 4000 примерно, вот. Значит, если вы будете у нас там раза 3-4, вы тоже войдете в эту цифру 4000, вот таких постоянно будете ходить, вот если будете пропадать, то мы вас все равно оставим. У нас очень много финансовых групп здесь создано. У нас здесь есть бизнес-клубы. Вот приходите по интересам. Мы собираем отдельно там строителей иногда, отдельно медтехники, кто занимается. И как-то вот, значит, чем еще татары отличаются? Значит, татары очень любят ходить по гостям, и татары очень любят подарки. Вот, это у нас восточное что-то, наверное, да, вот нам, значит, полгода назад подарили 5000 книг уникальных, Рустем, по-моему, вы застали, да, вот с такими обложками мы все раздали, 5000 дорогущих уникальных книг. Вот, на той неделе нам подарили 1500 книг, такой человек легенда подарил, вот из 1500 остатки. Если кто-то читает по-татарски, возьмите книги, ладно, может, родителям возьмете. Ваша задача сегодня взять прессу с собой, обязательно свежая пресса, пакет мы вам приготовили. И здесь, поскольку люди первый раз, то возьмите обязательно вот эту книгу. Это вот достижение нашего штаба, что мы издали эту книгу. Она уникальна, ее нигде нет, да? Вот обязательно возьмите родственникам, друзьям вот эти книги. Кто читает, она половина на татарском, половина на русском. Значит, вот газеты, книги и книги тоже берите. Здравствуйте, Сенмесас. Я из Казани. Меня зовут Глеб. Глеб? Глеб. Глеб. Не совсем татарское имя. Я учусь во втором меди, первый курс имени Пирогова. Всем привет. Меня Самим Ильдар. Так, Тарам Саранский, да? Саранский? Да. Из Саранска Ильдар. Вот, Саранск, добрый вечер. Да, Кунака Кильдем, а так Бусларма. Меня Самим Амир. Мен тоже вот Саранский, Малыман Кильдем. Но уким мында Губкина, университет нефти и газа. Первый курс. Здравствуйте, меня зовут Рената. Я учусь в МГУ имени Ломоносова. Изучаю китайский язык. Очень рада здесь находиться. Впервые пришла. Вот. Приятно познакомиться. Сәмнесес кадерле дустар, минем исемем Камила, мин Уфадан. Я тоже учусь в МГУ имени Ломоносова. Очень рада здесь присутствовать. Очень ценю то, что даже в Москве можно находить близких людей, татар. Очень приятно с вами со всеми находиться здесь рядом. Спасибо. Друзья, всем эсэнсэс. Меня зовут Камиль. Я не говорю на татарском, но пришел это исправить, как, наверное, кто-то из присутствующих. Занимаюсь айтишечкой. Вот. Ну, наверное, все. Буду рад познакомиться. Я с вышки, с 4-го курса. Всем привет. Меня зовут Хамид. Я из Казани. Учусь в физтехе на 4-м курсе. Давай. Зовут Шамиль, из города Лениногорск, Губкина, 3-й курс, IT, прочее такое, приятно познакомиться. Я сама родом из Москвы, но корни казанские. Учусь на 2-м курсе, здесь не первый раз. Очень рада познакомиться с такими талантливыми, интересными ребятами, очень рада здесь присутствовать. Всем салям, меня зовут Равиль, я из МПГУ на 5-м курсе, потому что у меня специалитет. Вот, у меня вообще корни нижегородские, село Шубино. Вот. Всем салям, меня зовут Абил, я учусь в МГУ
Ну, я по происхождению не татарин, меня вычислили уже, вот. Я кумык, ну, также тюркский народ. Ну ты по-татарски с нами как бы можешь Ну да, разговаривать. да, у меня похожий очень язык, я Кумыкский слушаю, язык все очень понимаю. похож. Да, вот, учусь в МГУ на первом курсе магистратуры, экономический факультет. Всем привет, меня зовут Роберт. Я родом из города Стерлитамак, Республики Башкортостан. Сам я не татарин, я башкир, но вроде бы тоже можно. Sevgili dostlar, benim ismim Reste. Ben okuyayım ikinci kursta MGU, Geografiya fakültetine. Ben özü Moskva'dan, benim ata-analar Mordovyandan. Хэмэкс Бейсемсис, минем исмим Марат, мин üçüncü kursta okuyum, РГУ нефти и газа, тоже айтишечка, Биг Шат, хэмэкс көргем мында, хэм с каждым бы хотел познакомиться. Всем привет, Айзат РГУ, третий курс, Татарстан. Салям достар, минем исмим Ильяс, мен окuyum Урдында, 4-ші курс, нефтяник балам. Кузем Татарстаннан. Рахмат. Всем спасибо. Я учусь в МГУ имени Кутафина на втором курсе, сама из Кировской области. Привет, меня зовут Вика, я тоже учусь в МГУ на втором курсе, и мне очень-очень сильно нравится атмосфера здесь, и также приятно со всеми познакомиться. Меня зовут Михаил, я из Российского университета транспорта, учусь на втором курсе, сам из Челябинска. Меня исмим Томсулу, мин Татарстаннан, Сарландский район, МГУ Сылгалкын, 4-ші курста. Меня зовут Артур, я с Альмейского татарско-турецкого лицея, учусь в МГУ Леонова, работаю информатикой. Всем привет, меня зовут Айнур, я с татарско-турецкого лицея, учусь в РГУ нефти и газа на первом курсе. Всем привет, меня зовут Ренат, я с Саратова, учусь в РГУ нефти и газа. Всем привет, меня зовут Тимур, я тоже с татарско-турецкого лицея, учусь в НИТУ МИСИС на первом курсе. Всем привет, меня зовут Валиев Амир, я из Альметьевского татарско-турецкого лицея, учусь в МИРА, первый курс. Всем привет, меня зовут Амир, занимаюсь айтишечкой в высшей школе экономики, учился в лицее, татаро-турецком лицее интернете. Всем привет, меня зовут Камиль, я тоже учусь в высшей школе экономики айтишник, ПМИ, я из Альметьевского татарско-турецкого лицея. Всем привет, меня зовут Булат, я из Татарстана, учусь в Финашке на первом курсе. Всех приветствую, меня зовут Артур, мне 20 лет, учусь на 3-м курсе Государственного университета управления. Родом с города Стерлитамак, по-моему, там как раз таки двое парней, тоже оттуда я прям очень польщен, надо будет пообщаться. Да, я приятно удивлен. Также я работаю ведущим, потому что если кто-то найдет свою любовь или у кого-то намечается банкет, можете обращаться ко мне, я обязательно помогу с организацией торжества. Меня зовут Диана, учусь в МГУ на 2-м курсе юридический факультет. Всем привет, меня зовут Альмира, я из Альметьевска, учусь в МГУ на 2-м курсе. Всем привет, меня зовут Ренат, я учусь на 2-м курсе МГУ из Ишимбая. Всем добрый вечер, меня зовут Сабрина, я из Уфы, учусь в РГУ нефти и газа на 1-м курсе магистратуры. Всем привет, меня зовут Разиля, я учусь на 3-м курсе МГУ, изучаю китайский. Вот у меня есть девочки из моего факультета, приятно познакомиться. Вот. Всем привет, меня зовут Настя, я из города Екатеринбурга, но мои бабушка и дедушка они из Казани. Я учусь на 2-м курсе по МГУ имени Сеченова. Мне кажется, тут много людей из нашего университета, буду рада с ними познакомиться. Талсу, я тоже на 2-м курсе по МГУ имени Сеченова. Всем привет, меня зовут Азалия, я из Уфы, 2-й курс Сеченовского университета. Барагузлада салям, меня зовут Амир, я из Казани, учусь на 2-м курсе 1-го меда. Барцанада салям, мин Сильвина, мин Оренбург шәһәреннән, укыйм химико-технологический университет Менделеевада, икенче курста, химик-фармацевт. Всем привет, меня зовут Регина, я родом из Уфы, учусь на 5-м курсе Сеченовского университета. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Алия, учусь на 5-м курсе Сеченовского университета, родом из Уфы. Меня зовут Динара, я учусь на 3-м курсе в РАНХИКСе, сама с Москвы, корни Нижегородские. Всем большой салам, меня зовут Ильдар, я учусь в РАНХИКС на 2-м курсе, я из Альметьевска. Всем привет, меня зовут Жасмин, я учусь на 3-м курсе, тоже в РАНХИКСе, неудивительно. Вот, и всех очень рада видеть, я из Альметьевска сама.
Всем привет, меня зовут Равиль, я в этом году закончил высшую школу экономики по направлению востоковедения и африканистики. Занимаюсь шахматами, организую турниры и преподаю шахматы. Если кому-то интересно, обращайтесь. Саунус из Услар, меня зовут Тагир, всем новеньким привет, если кто меня знает, тоже привет. Вот, я председатель татарского землячества РГУ нефти и газа, поэтому если здесь кто-то в первый раз из Губки, поэтому подходите, познакомимся, все покажу, все расскажу. Сам я на 3-м курсе, факультет разработки.